Я волнуюсь. Табулларыни. Да, үйде чуть-чуть аяқту. Паприка дейді. Бывают каши перловые, рисовые, гречневые, манные. А сегодня мы приготовим кашу кровяную. Здравствуйте! Мы продолжаем рубрику «Музей зимних рецептов». И сегодня мы приготовим кашу кровяную. Впервые я попробовала это блюдо у себя в Высалданском улусе. Ее для меня приготовила моя бабушка Мария Яковлевна Егорова. Она вначале растопила сливочное масло в сковороде. Сковорода у нас уже подогрелась. Мы ее чуть-чуть пораньше включили. Сливочное масло берем в достаточном количестве и ее растапливаем. Еще рецепт этой кровяной каши мы нашли в этнографическом труде Сырошевского «Якуты». Там он пишет, что эта каша очень популярная. Ее готовят из крови, вливают туда молоко, немножко сгущают мукой и, конечно же, солят. Мы так и будем готовить. Вот, масло у нас растопилось. И вы, наверное, помните, мы осенью съездили на Иланку, чтобы надоить якутских коров. Как видите, у нее низкие ножки, длинное туловище. Так вот, мы сохранили ее в морозильнике. И вот молоко наших якутских коров сейчас будем вливать в кровь, помешивая. Молока надо немного. Кровь говяжья. Вот, влили молоко. Сейчас немножечко муки добавим, чтобы чуть-чуть сгустить нашу кашу, придать ей консистенцию необходимую. Мука у нас ржаная. Мы ее оставили после приготовления саламата. Вот, перемешали все и осталось посолить. Солим мы совсем чуть-чуть тоже. И сковорода у нас с маслом уже готова. И потихонечку вливаем приготовленную массу. Вот. Все, теперь ждем. Так, я помню, что бабушка помешивала. Она не давала саму ее готовиться, не оставляла, скажем. И вот тихонечко она помешивала, и очень быстро, скоро у нее эта каша приготовилась. Но у нее, у умеющей хозяйки, это очень сподручно все получалось. Я готовлю это впервые, поэтому точно не могу сказать, через сколько оно приготовится. А так, если рассказать, то мне якутские блюда нравились с детства очень сильно. Я их пробовала только у бабушки, и каждое блюдо для меня было открытием какого-то таинства, и я всегда недоумевала, почему якутские блюда каждый день мы не кушаем, и я хотела, чтобы эти блюда вошли в рацион каждой семьи. По-детски я так думала тогда. Я сейчас по мере возможности в свой рацион добавляю. Они очень полезные, они наши, для нас, созданные нашими предками, конечно же. И вот мы своими выпусками вам рассказываем, показываем и делимся с вами, чтобы вы тоже у себя приготовили. Мы надеемся, что вы готовите. Прошло 7-8 минут, и видите, уже нужная консистенция появляется.
Вот, эта каша готовится очень-очень быстро, видите? В скором времени уже будет все готово. Итак, прошло около 15 минут. Консистенция, которая была у бабушки, похожая на глазунью, у нас получилась. И мы делаем вывод, что каша готова. И густую часть мы берем в якутскую посуду. Масло, конечно, остается в сковороде. И потом попробуем. Вот она, любимая, наконец, приготовленная через огромное количество лет. Наступает момент пробы. Очень-очень вкусно! Давайте все пробовать. Получилось как у бабушки? Да, получилось как у бабушки, вкус детства. Наконец он у нас есть. Мы приготовили. И я с нетерпением жду, чтобы сотрудники наши, коллеги попробовали. Так вот делают. Как здороваться? Если в масле кушать, вообще нормально, Валя. Марнумай нужно? Хангамай гындыра. Чеснок ребят, он на перец. О, сахалы бар да, сахалы мақалы. Чеснок